ядерная катастрофа повлияла на учебные результаты финнов. После ядерной аварии радиоактивное облако с территории Украины пришло в Финляндию с ветром. Люди подвергались воздействию радиации в тех местах, где дождь попадал в землю. Согласно исследованию, если человек подвергался радиации во внутриутробном периоде, его учебные результаты оказывались ниже, чем у других финнов. Этой весной исполнится 40 лет со дня ядерной аварии. Pystytty näyttämään, että jopa tosi alhaisilla määrillä, missä me ajatellaan, että niillä ei yleensä ole mitään terveysvaikutuksia, niin niillä voi olla vaikutuksia solujakautumiseen. Jos katsotaan sitä arvosananjakaumaa, joka on tietenkin omanlaisensa, niin vaikka pitkässä matikassa todennäköisyys sille, että sä kirjoitat ainakin M-paperit, niin se oli niin tässä vertailussa 13% pienempi. И о погоде на завтра. В Лапландии будет по-прежнему холодно. В большинстве регионов страны день пройдет без осадков. На юге востока страны выпадет немного снега. На западе и в центре страны в большинстве своем будет ясная погода. И это все на сегодня. До свидания.